Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана принял министра энергетики Турции. Туркменистан поддерживает проведение саммитов в Узбекистане в формате ЦА+. Сборная Туркменистана по футболу стартует в отборе Кубка Азии и другие новости. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк-Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром и генеральным директором компании «Боташ» Абдулвахидом Фиданом. Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам экспорта туркменского природного газа в Турцию и далее в европейские страны. В настоящее время поставки осуществляются через Иран по схеме SWAP. Туркменская сторона также сообщила о перспективах экспорта электроэнергии после ввода в эксплуатацию новой электростанции на побережье Каспия. Гурбангулы Бердымухамедов выразил готовность Туркменистана рассмотреть конкретные предложения турецкой стороны в области энергетического сотрудничества и поддержать конструктивные инициативы партнеров. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с министром энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Алпарсланом Байрактаром. В ходе встречи глава государства подтвердил готовность Туркменистана к дальнейшей активизации партнерства с Турцией в энергетической сфере. Одним из важнейших вопросов были названы поставки туркменского газа в Турцию и далее в другие заинтересованные государства. Состоялся телефонный разговор между национальным лидером туркменского народа, председателем Халк-Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которого были обсуждены возможности углубления традиционного межгосударственного сотрудничества, успешно развиваемого все эти годы на двусторонней и многосторонней основе. В ходе беседы национальный лидер туркменского народа подчеркнул, что Туркменистан полностью поддерживает проведение в этом году в Узбекистане саммитов Центральная Азия, Европейский Союз и Центральная Азия страны залива, а также консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмед Гурбанов посетил с официальным визитом Швейцарскую конфедерацию. В рамках визита прошли политические консультации с Мюриэль Пеневейре, главой евразийского подразделения Государственного секретариата Федерального департамента иностранных дел Швейцарии. Стороны обсудили текущее состояние сотрудничества между двумя странами в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Национальный авиаперевозчик Туркменистана представил новый веб-ресурс turkmenistanAirlines.vn, ориентированный на вьетнамский рынок. Теперь пассажиры из Вьетнама могут самостоятельно бронировать билеты на все международные рейсы авиакомпаний, включая стыковочные маршруты через Ашхабад. В Туркменском национальном институте мировых языков имени Давлетмамеда Азади состоялась встреча, посвященная творчеству иранской поэтессы Парвин Этасами. В мероприятии приняли участие иранские дипломаты, представители культурного центра Ирана в Ашхабаде, а также преподаватели и студенты ТНИМЯ по специальности персидский язык. 15 марта в Иране отмечается День памяти Парвин Этасами, поэтессы, занявшей особое место в персидской литературе благодаря своему своеобразному художественному стилю. Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил приглашение посетить Международный форум мира и доверия, который состоится 12 декабря в Туркменистане. Приглашение было передано от имени национального лидера туркменского народа, председателя Халк-Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедова. Форум приурочен к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана и проводится в рамках Международного года мира и доверия. В японском городе Арида, префектуры Вакаяма, запланировано строительство уникального железнодорожного вокзала, который будет полностью напечатан на 3D-принтере. Монтаж сооружения займет рекордно короткое время – всего 6 часов. Компактная станция будет иметь размеры 2,6 метра в высоту и 6,3 метра в ширину. Редакция итальянской ежедневной газеты «Иль Фоглио» выпустила первую в мире газету, полностью созданную с помощью искусственного интеллекта. Эксперимент проводится в рамках исследования влияния ИИ-технологий на современную журналистику и медиаиндустрию. По словам главного редактора «Иль Фоглио», искусственный интеллект не только подготовил все тексты для выпуска, но также разработал заголовки, создал цитаты и подготовил краткие изложения статей. Редактор отметил, что ИИ даже продемонстрировал способность к иронии в своих текстах. Журналисты в этом эксперименте играли минимальную роль, ограничиваясь формулировкой вопросов для искусственного интеллекта и анализом получаемых ответов. Национальная сборная Туркменистана по футболу начнет борьбу в отборочном турнире Кубка Азии 2027 игрой на выезде против китайского Тайбэя. Матч состоится 25 марта в Гаосюне и начнется в 15:30 по ашхабадскому времени. По итогам жеребьевки сборная Туркменистана попала в группу D, где ее соперниками также станут сборные Таиланда и Шри-Ланки. В рамках отбора команда Миргена Уразова проведет 6 матчей, 5 в 2025 году и 1 игру в марте 2026 года.
года. Победители 6 отборочных групп получат путевки в финальную часть Кубка Азии 2027, который пройдет в Саудовской Аравии. Туркменские тяжелоатлеты выступят на чемпионате мира среди молодежи, который пройдет с 30 апреля по 5 мая в Лиме. В предварительную заявку, опубликованную на сайте Международной федерации тяжелой атлетики, вошли 15 туркменских спортсменов, 7 парней и 8 девушек. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях, а также на Билет Видео. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.